Ну и совсем в варианте утрированный. Так что вообще дает эти гаплогруппы? Ну, потому что они же ничего не характеризуют. Они не показывают расу, они не показывают культуру, они не показывают вообще ничего, ну тогда, может, вообще нечего их изучать. И я отвечу на вопрос так. Аналогия. Зачем нужно кольцевание птиц? Вот орнитологи кольцуют птиц. И затем находят, куда эти птицы улетели, где их места. И даже если стая разлетелась по всем материкам и континентам, то кольца показывают, откуда эта стая вылетела. Или отдельные особи. Короче говоря, кольцевание птиц позволяет проследить пути миграции предков, откуда они улетели, куда прилетели, какая связь между ними. Вот так это же знание дает ДНК-генеалогия. Вот эти мутации в ДНК – это все равно же кольцевание птиц. Но при этом говорит-то глупо, вы знаете, но кольца ничего не говорят о том, как они чирикают, как они гнезда свои создают и плетут. Зачем, получается, кольцевание нужно? Да, для того, чтобы узнать, как они чирикают, кольцевание не нужно. Этим занимается другая наука, пусть она и занимается. Чтобы узнать, как они гнезда ведут или там вьют свои, тоже это не нужно. Это другая наука. Поэтому культура занимается отдельной науки. Антропологией, расами и прочим – отдельной науки. Но им в помощь, или там как угодно, партнерство, есть ДНК-генеалогия, которая показывает, как народы древние передвигались по всей планете, какие исторические корни, если находят, например, гаплогруппу одну в Европе, а находит такую же древнюю ископаемую, находит на Алтае, и та, которая на Алтае там, на 5000 лет моложе, мы можем сказать, что миграции шли оттуда, туда, на Алтай. И дальше мы знаем, где они прошли, потому что есть ископаемые ДНК, есть археологическая культура, есть захоронения, есть современные потомки. То есть мы создаем объемную картину прошлого человечества. Вот затем это нужно. Y-хромосома – это единственная хромосома, которая передается от отца к сыну в неизменном виде. То есть остальные хромосомы мешаются, то есть 22 таких рекомбинантных хромосомы, то есть там что-то может быть от папы, волосы от папы, там глаза от мамы, ну, в разных комбинациях может быть разные люди. Но именно Y-хромосома и митохондриальная ДНК, то есть материнская ДНК, они передаются в неизменном виде от отца к сыну и от матери к сыну, или от матери к дочери, тоже получается.